Маш Дуал, Сахам Сарнокости. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Сабуслап вежери южери, дал ши марх обл долшин, хига хало мяла хаязилшин, яха яды мяш дуал, ши молвар могж мяш волш. Веймал дя ибадат дан сага мастер дал обл долдвей. Могж мяш халтш воздял, шун дизел и дизел, шун дей ноаной. Шимал высок, шуан мал визер, шумал дизер, дал ши, могж мяш халтш. Дал иман шихал вей дизел. Мои дорогие друзья, хоть и с опозданием, но я поздравила и поздравляю всех мусульман с праздником Ураза Байрам. Желаю всем счастья, здоровья, мира, благоденствия, чтобы все ваши близкие и родные и вами любимые были живы и здоровы, чтобы те, которые вас любят, тоже были живы и здоровы, чтобы был мир на земле, чтобы было все хорошо. Я, конечно, немножко вышла в эфир с опозданием, но так получилось. Лучше поздно, чем никогда. И я даже не успевала заходить на YouTube, но просто буквально минуты на 2, на 3 сегодня зайдя, увидела, что меня все-таки уже ищут, много чего, много вопросов. Но у меня был очень занятый месяц. Я уже и говорила, и писала, что да, я работала в авральном режиме. Ну, стоило это или не стоило, это уже история, как говорится. Много было, знаете, хочу немножко с вами все-таки поговорить, много было и приятных моментов, и неприятных моментов, особенно в последние дни, и болезненных моментов, но это все в прошлом. Не будем ворошить прошлое. Да, вот последние дни мне было немножко и даже по здоровью, меня немного подвело здоровье, что я даже не то что снимать, я даже не могла встречать гостей, честно вам признаюсь. Но это тоже все позади. И из всего этого будем извлекать уроки. Вернее, буду извлекать уроки я. На ошибках учиться. Желательно было бы, конечно, учиться на чужих ошибках, но так получается, что надо учиться на своих ошибках. Но так глобально ничего не произошло. Лично я совсем справилась, со всеми заказами. Вроде бы все мои заказчики практически были все довольны. Все-таки, друзья, я даже сейчас говорю это тем, кто, может быть, еще не занимается этой работой, но хочет этим заниматься. Это очень, очень ответственный и, как бы вам сказать, очень трудный труд, да, готовить для людей, готовить еду, работать с людьми очень сложно, очень трудно, очень ответственно. И все-таки нужно рассчитать свои силы и брать заказы, можно сказать, как бы я даже не знаю, как правильно сказать, рассчитывая свои силы, даже брать их меньше того. Вот я думаю, например, что я справлюсь с этим заказом, но мне нужно взять их поменьше, чтобы я была уверена. Поэтому это очень ответственная работа. Я очень сильно переживала. Успею ли я, будут ли довольны, потому что накрыть праздничный стол для такого праздника, действительно для такого праздника, которого ждем мы целый год. Это самый прекрасный праздник для нас, для мусульман. Краше, любимее и ожидаемее праздника для нас нет. Поэтому испортить праздник людям, не сделав вовремя то, что ты обещала им сделать, не сделав это вкусно, все-таки лежит большой груз на том человеке, который это делает. И, конечно, вот это вот и напряжение, и работа, и усталость, и чувство ответственности все-таки немножко меня подкосило. Это очень сложно, и если кто-то хочет заняться этим, то 1000 раз подумайте, 1000 раз взвесьте, сможете ли вы это сделать. Поэтому вот как-то так, потому что много девочек, много женщин мне писали и пишут в личку, что благодаря мне, посмотрев меня, начали работать именно на этой работе. Именно подрабатывать, зарабатывать, это все-таки, да, какой-то доход к пенсии, это какой-то доход для того, кто сидит дома, не работает, там, с детьми сидит или еще что-то. Мне даже писала одна женщина, что
у нее ребенок инвалид первой группы, но им все равно бывает мало. Пенсию, конечно, получают на этого ребенка, но денег же мало, их не хватает. И то, что она, посмотрев меня, решила тоже заниматься полуфабрикатами. И благодарила меня даже за это, что вот она посмотрела и решилась сделать это. Поэтому я говорю это для тех. Вот готовить просто так каждый день это не очень сложно. А вот именно готовить на заказ, на огромный заказ свадебный, и вот именно вот такой вот праздник, это очень сложно и это очень большая ответственность. Поэтому к этому нужно подходить основательно, все взвесив, все продумав. Поэтому вот как-то так. Ну, альхамдулилlah, как я сказала, в принципе, я совсем справилась. Заказчики были довольны, таких вот, чтобы были недовольны моей готовкой, не было. Но все-таки я тоже извлекла из этого урок. Было для меня очень сложновато. Хотя я работала не одна, со мной работала моя дочь весь месяц, младшая дочь. И последний день мы даже брали помощницу для себя. Но тем не менее, это очень ответственно. Но ничего, все прошло, все в прошлом. Праздники прошли. Теперь нужно входить в русло. Я поэтому вот вышла снять для вас ролик, потому что действительно и девочки, мои подписчицы из моей команды тоже просят, чтобы я все-таки начала быстрее снимать. У меня есть еще обязанности перед людьми. Я должна снять рекламные ролики. Поэтому мне нужно выходить уже на YouTube. Я много чего пропустила, я очень много пропустила и по дому, можно сказать. У меня стоит огород, хотя я вам и говорила, что не собираюсь в этом году много чего сажать. Так, это у меня Аишка там шумит. Они приехали сегодня мне помогать. Так-то я уборку, в принципе, практически везде сделала, но у меня остались кое-какие места, где нужно убраться. Газовые плиты не помыла. Вот Мадина приехала помогать снова. Вот такие вот дела, друзья. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо. Праздник прошел удачно. Хотя у нас в этом году и омрачили праздник. Ну, не буду сейчас об этом говорить. Тоже как-то очень сильно потрясло всех нас, что произошло такое событие у нас. Мы потеряли своих, можно сказать, детей. Дал это боб царя, дал гештол царя. И заметьте, дал дьявол, дал иман сабрлот, сатох сабрлот царь. Это тоже меня очень сильно потрясло. Не только меня, но и всех мам. Так что простите за сегодняшний ролик. Я не знаю, может быть, как-то сумбурно что-то, но мне нужно было с чего-то начинать. Мне нужно начинать с вами общение. Мне нужно начинать работать для вас, действительно работать для вас, потому что по вашим комментариям, по вашим сообщениям в WhatsApp я вижу, что я вам нужна. Это меня очень радует, мне очень это приятно, что многие девочки вышли на связь и пишут, что без ваших роликов скучно. Значит, я востребована, значит, я вам нужна, значит, я не просто так открыла и канал, и не просто так живу. Если я хоть кому-то нужна, а если бы действительно это не было так, то вряд ли мне кто-то это писал. Еще раз огромное-огромное вам спасибо. Еще раз прошу вас простить за такой большой перерыв. Хотя я вам и тогда обещала, что я постараюсь не делать такого перерыва, но вы знаете, действительно, как я сказала, так, Аишка шумела, остановила ее. И уже и мысль даже убежала. Ну вот, друзья, вот не снимала, потому что действительно в течение месяца, практически, вообще-то в течение даже 2 месяцев, ну тот месяц, что Танзила в больнице лежала, а вот в течение месяца Рамадан, действительно у меня было очень много заказов. Не прям на праздник, а вот именно в течение месяца. И заморозок, и готовой продукции. И я очень плодотворно работала, и поэтому снимать как таковое я не успевала. Со мной работала также моя дочь, младшая дочь Мадина. Мы с ней работали вместе. Она тоже приехала, чтобы не просто даже помогать мне, а то, чтобы ей заработать самой.
Мы делали, как я сказала, и замороженную продукцию продавали, и готовую продукцию продавали. И вы знаете, я не думала, что так много будет заказов, но так получилось, что заказы пошли, и все-таки раз мы работаем, то как бы в том направлении мы больше себя начали проявлять, не снимать, а вот именно заработать, как бы, да. Вы уж меня извините, я говорю правду. Поэтому, когда уже снимаешь, много времени уходит, столько времени у меня просто не было. И, как я и говорю, ответственность того, что ты делаешь, нужно приступить к этому ответственно, отдать вовремя заказ, успеть вовремя это, если приготовить, то приготовить, если заморозить, то заморозить. И поэтому вот просто я не успевала. Да, вот некоторые говорят, поставьте камеру, снимайте и вот выпускайте. Но это тоже не получится так, потому что поставила камеру, снимаешь, вам же не будет интересно буквально все, да, это будет слишком длинно. А что-то уже вырезать, отрезать, что-то делать, это тоже нужно время уже мне пересмотреть мой ролик, написать где что, а Ибрагим сам не поймет, он, если бы это еще была женщина, он бы, может быть, и понял, где можно отрезать, где можно прибавить, где можно что-то сделать, где можно ускорить. Ему-то все-таки все равно нужно все, можно сказать, разжевать, написать, что, где, откуда, как. И поэтому просто у меня даже для этого не было времени, друзья. Тем более держала пост, сами понимаете, когда держишь пост, еще и готовишь, еще и на заказ, еще и отправляешь. Короче, какой-то это был, ну, весь такой суматошный, можно сказать, месяц для меня на этот раз. Было, скажу, нелегко, это однозначно, это было совсем нелегко, но этого стоило, наверное. Я, может быть, на будущий год и не буду в таком режиме работать. Я для этого тоже себе извлекла какой-то урок, но посмотрим. Может быть, даже и, не знаю, может и вообще не буду работать. Но пока работаю, пока уже и снова заказы пошли. Сегодня уже отправила 2 заказа, есть еще 3-й заказ, нужно заморозку сделать. И, как я уже сказала, может быть, и не сказала уже, и даже не помню, потому что немножко Аишка меня отвлекла. У меня есть задолженность перед людьми, нужно сделать рекламы. Нужно заняться хотя бы немножко что-то посадить в огороде, нужно заняться хозяйством, нужно показать вам хозяйство. У меня даже есть небольшой ролик, который я снимала еще когда у меня отелилась Марта. У меня отелилась Марта, это телочка моя, первотелка. У нас родился мальчик, но я ролик так и не выпустила, просто из-за того, что не успевала. Я вам безмерно, еще раз скажу, что я вам безмерно благодарна за то, что вы вот так вот ждете меня, за то, что вы меня любите, за то, что вы меня цените, за то, что я вам нужна. Это очень многого стоит, поймите меня. Действительно, это очень многого стоит. И я себя чувствую прям вот... Вы меня просто даже вдохновляете тем, что вы меня ждете, что я вам нужна, что, в принципе, я... Еще раз повторюсь, не просто так пришла в вашу жизнь, в жизнь Ютуба, что это действительно так было нужно. Но на этом я, наверное, этот ролик закончу. Огромное вам спасибо еще раз. Всех благ вам, друзья. Желаю, чтобы все вы были живы и здоровы, чтобы мы с вами были еще очень долго, чтобы... Я вам не надоедала очень долго, чтобы вы вот так вот всегда меня ждали, но ждали каждый день, и я с вами была каждый день, чтобы здоровье меня не подводило, чтобы я могла осуществить мечты, осуществить планы, которые у меня есть. Планы есть. И потихонечку мы с вами будем их, наверное, как-то осуществлять. Вот. Сейчас я закончу этот ролик, и мы с Мадиной, наверное, прорекламируем печку, которую мне прислал Оверхоф. Я уже несколько раз пекла там, но снимать не успевала. И поэтому нужно и эту рекламу сделать, этой печки, и еще одна реклама меня ждет. И потихонечку начнем входить в русло. Еще раз поздравляю всех с нашим праздником. Желаю всем-всем-всем счастья, здоровья, мира, понимания, терпения, удачи и всего, что можно пожелать хорошим людям. Адикрилшин. Всех благ вам, друзья. Ну вот, как-то так.